Ассаламу алейкум Ларми Нохче. Добро пожаловать на стрим, дорогие друзья. Не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. За неделю приходит очень много вопросов. Надеюсь ответить на них. По максимуму. Ибраим. Салам алейкум. Как говорится. Братва подтягивается, так сказать, для работы. Не обязательно ждать, если у вас есть вопросы, сразу можете задать, в принципе, ответим на них. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не По крайней мере, подписался. постараемся Баркал, ответить всем на них. спасибо. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Рабочая неделя закончилась для кого-то, а для кого-то только начинается, продолжается, так сказать. Будем вот брат ингвали хайн бузуртан ол агу. Ва алейкум ассалам. Прям все как заодно. Понял я. Я понял, что это не ко мне. Материться домой. Все, кто матерится, может идти домой.
Я предупреждал, это не то место, где можно материться. Группа захвата, название, конечно, сильное. Внушает. Так, прислали вопрос по Порт-Артуру. По Порт-Артуру я обязательно выложу пост. Я выкладывал его один раз. Но, видать, у людей до сих пор никак не могут сравниться, что успокоиться не могут. Вроде бы все ясно было, кто там был, кто там участвовал, кто ушел с оружием, но все-таки, видать, никак не угомонятся. Валикум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Придется повторно опубликовать, но если люди не понимают, будем делать так, чтобы было понятно. Ну, что тут уж поделаешь. Каждый раз одно и то же. Ну, что тут поделаешь? То, что участвовали в русско-японской войне представители нашего народа, это ни для кого не секрет. То же, что и касается, сейчас уже начали дикую дивизию называть. Якобы, что это была не дикая дивизия, что это там название якобы относится к одному национальному, к одной нации и так далее. Ну, у нас какая ситуация? Сколько будет лжи, столько будет и опровержения. Ни больше, ни меньше. Поэтому за каждую ложь приходится отвечать, кто бы ни был. Вот. Что касается, многие ребята мне прислали там на ссылку на Тамаева участвовать в конкурсе. Всем, конечно, огромное спасибо, мои друзья, братья, сестры, но, честно сказать, я не такой везучий. Это Валикум ассалам, фонд Шульц. Я не настолько везучий, чтобы выиграть или машину, или новенький iPhone. Конечно, нам бы для работы он очень сильно пригодился, но в это я, конечно, мало верю. Не знаю, это не относится к тому, что я там пессимист или нет. Просто редко мне так везет в этих случаях, поэтому, конечно, я благодарен. А что касается Мерседеса, Мерседес это, конечно, лучший автомобиль, который мог бы сделать кто-либо. Мерседес, будь то, в любом случае, немецкий автопром. Очень многие прислали в директ ссылку, указывая на этот конкурс. Но, как говорится, удача или же попытка, не пытка, такие вещи по жизни мне, к сожалению, не везет. Все, что я сам непосильно своим трудом заработаю, возможно, только таким образом. Да, еще скинули мне, что там якобы раскидывают, типа, что джагель и так далее и тому подобное, наши норнийцы некоторые. Ну, во-первых, говорить про этого парня, хотя я, как бы я ни относился, но это представитель моего народа, и прежде чем говорить про него, что он джахиль или что-либо подобное, 300 раз нужно было бы подумать тем, кто это пишет. Особенно, кто это не сказал бы никогда в жизни в лицо, за спиной этому парнишки. Валикум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху.
за спину этого парня говорить такие слова, это лишний раз очищать его от грехов. Да и брать на себя грех такого рода. Ва алейкум ассаламу ва рахматуллахи ва баракатуху, умалт. Немножко нужно быть осторожнее с такими словами. Это не обозначает, что нельзя не ответить. Так. Достойным я, конечно, он меня не уполномачивал, но ссылки скидывали. То, что тебе не понравится, что могут сказать про тебя, не стоит говорить. Тамаев проводит конкурсы, мне прислали, скинули, многие скинули, участвуйте в конкурсе и так далее. Там iPhone, Mercedes разыгрывается. И один из норнийцев там закинул у себя на пабликах у себя типа еще этого джахля не хватало, что-то, короче. Послушайте, мои друзья, мои знакомые, все находятся здесь в основном, как говорится, в моих эфирах, кто со мной, кто меня поддерживает, будь то взрослые это или молодые, порой даже незнакомые люди говорят, благодарят. Поэтому, что касается моей поддержки или кто поддерживает меня, моя поддержка – это вы. Остальные никакой поддержки, госзаказов, тайных поклонников у нас нету. Да я не знаю, там зайди в паблики, увидишь. Зависть, наверное, я не знаю, как это еще можно назвать. Другого я не вижу, ничего подобного. Только так могу сказать. Цундера. Как говорится, нет худа без добра. Хорошо, что мы можем узнать, кто есть кто и кто чем дышит. Вот. Скоро. Да, как говорится, один из наших подписчиков, наш брат, хотел бы, не буду говорить, что, как говорится, вах, бошу, вошу, подписчик наш, Нохчий брат, он тоже сделал поддержку, имеется в виду, Шила Цушки Парашт. Она осталдяш, за что ему огромное спасибо тоже. Дерес Хилцун дал си дуэл, ваха дал саэл, яйт нага, да лаха вая дик чумана, балхана техажуэ. Потом еще вопросы у нас были по поводу Себастьяна. Задавали вопросы, очень многие писали. По поводу Себастьяна я скажу, наш брат, один брат, связался со мной еще, когда первый раз мы загрузили данное видео по тому, как Себастьян играет на чеченском Нохчи Дечикпандуре. Ему наши, так сказать, национальные мелодии. Он сразу мне сказал, вот есть такая идея, задумка, чтобы я вам как-то вскользь упомянул, что есть задумка, один проект мы хотим воплотить в жизнь. И вот он подсуетился. Зовут нашего брата Мухаммад. Дальше я говорить фамилии называть не буду, он добро не давал. Хотя и это он говорит, тоже не говорил. Вот, и купили ему наш национальный костюм,
шапку, короче, все, весь комплект. И через, опять же, наших братьев, которые живут во Франции, передали Себастьяну. Ну, что было написано, я выложил в 2 постах. Я понимаю, что, в принципе, ответ можно было и не показать. Просто насколько от всей души, добрыми словами Себастьян ответил и отправил, вот, так сказать, ответ по поводу того, что он безмерно рад, что это самый большой и самый крутой подарок, который ему подарили. Короче, это еще раз мы говорили, как бы кто бы к нам не относился, с хорошей стороны, мы всегда за добром добро. Поэтому Мухаммадин Дерез Хирду Эрду, я за то, что он вот так помог нам до конца довести этот проект, и от нашего народа подарили национальный костюм нашему французскому другу, брату Себастьяну. Это не первый раз, точно такой же национальный костюм подарили еще одному представителю, уже это гражданин Японии, японец, ему тоже подарили национальный костюм, то есть Нохчи Дохар. Как бы с кем мы знакомы, с кем мы поддерживаем взаимоотношения, мы пытаемся помочь, максимально делать все, что возможно. Еще, надеюсь, Саид Мухаммад приедет, когда Самашкинский Саид Мухаммад, тот самый, который долго везет мне ноутбук. Хорошо, что он не новый, а то, может быть, я бы его и так не дождался. Самашкинский Саид Мухаммад, его национальный костюм, то есть это уже чисто пятничный национальный костюм, тоже ждет его уже в Грозном. К сожалению, отправить нет, не знаю я ингушские танцы, кто исполнял, я не знаю ингушские танцы, но вот, как-то говорится, японцу тоже подарили национальный костюм. Шервани, твой костюм, как я сказал, до сих пор тебя ждет, запечатанный, новенький. Как ты приедешь, иншаллах, вне зависимости от того, что ты сказал, привезешь ты ноут, не привезешь ты ноут, твой костюм тебя тоже ждет. Если есть кому передать, если кто может тебе подвести, его можно и сейчас передать тебе. Квотерхову Башламбах. Цасун Сеймашкеру Элер, слушай, Квотерхову, возможно, Квотерхову Тарло, я не знаю. Ну, он сказал Самашки реализовали Сунде. Дальше. Башлам. Отстамаю конкурсе Уихо. Реально все подписываются. Ватсо. Я в это хотел бы верить, но мне настолько не везет. И Маадин Усманович сегодня задонатил. Маадин дал духуахуэл, дал саадуэл. И вот сегодня у нас первый донат. Огромная благодарность за поддержку, за то, что не забываете время от времени. Вот. Так. Это понятно. Угу. Ва алейкум ассалам. Мне очень многие скинули.
Вроде Тамаев проводит там конкурс, разыгрывает Мерседес и 15 айфонов. Вот. Если я не ошибаюсь, это как-то так. Послушайте, я надеюсь, в воскресенье будет твоя вылазка, если я доживу до воскресенья, да, Аллаха, постараемся сделать, выехать и провести мероприятие, да, я на конкурсы невезучий, поэтому. И Бадруди Хасанович задонатил. Бадруди Хасанович дал духу ахуайл. Дал мукшмеш лил уэл будисник изашка удовлетил. Саварим. Я очень сильно в этом сомневаюсь. Возможно, Джузи, да. Конечно же, в горы. В горы, в горы, в горы, еще раз в горы. Мне не нужно ничьи камни таскать, поверьте мне. Да и невозможно. Наши башни отличаются друг от друга, как небо и земля. И завтра я вам покажу. Завтра не знаю, но скоро я вам это докажу и покажу. Это разное по своему строению, конечно. Геометрически, может быть, они и совпадают, а так камни, строение выглядит иначе. Я уже не говорю про петроглифы и богатство. ДРС Хилджузи. Вот обещали, посмотрим. Я не знаю, если получится. Надеюсь вас порадовать. Хоть и еще не весна, но да, ага. Нет, Мерседес я не выиграю. Эцвал Ирстош Хердацвей. Мерседес маловероятно. Ну, хоть кто-нибудь, посмотрим. Кто-нибудь да выиграет, наверное, 100%. Так, давайте сейчас я немного... Так, сейчас... Друг, наш брат Ваха прислал такой аппарат, хочу показать вам. Да? Вот этот аппарат, так он крепится. Но он для крепления айпэдов, таких больших, к сожалению, мой iPhone туда не помещается. Поэтому Ваха нам такую поддержку сделал, прислал. Встречаемся в горах.
Да уж. Но если вы приедете, возможно, и встретимся в горах. iPhone 14, 1000 евро и по мелочи еще. Да. Сундера. Мы в такие чудеса не верим, постараемся. У меня с айфонами проблема, когда уже у всех ДРС, когда у всех были семерки, восьмерки, кажется, iPhone у меня, да, свой 4-й iPhone я убил, когда уже вышел 8-й iPhone. Вот в это время я заменил 14-й, 8-й, точнее, 8-й iPhone приобрел. И вот с 4 по 8 сразу на 4 класса у меня всегда идет с задержкой, потому что времени у нас на, как говорится, на это ДРС. Чудеса надо верить. К сожалению, я не верю. Так. Ибраим, напиши ему, пусть скажет, дал аяққарю албох алас. ДРС хил, дал аяққарю. Сам аяққарю, мадатер. Да, не повезло тебе, почему не можешь? Может, у тебя есть хорошие поклонники, поклонницы и поклонники, друзья, которые тебе купили iPhone. Я рад за тебя. Маршал, возле или догди канцлера. Таможня дает добро, Боже. Так что... Ва алейкум ассалам. Да бог к шву. Таможня, походу, часто конфискует чужое. Не знаю. Может быть, может нет. Честно сказать, не знаю. Джози. Я уже настолько во всем запутался, что ничего не знаю. Убадик дейцла. Дольше nach Туамбиаш, да, что? Так, сообщение. Дёр ждать. Так. Да. Да, какие будут вопросы, такие ответы. Я, конечно, могу пройтись и по он определенное время скрывался в Ингушетии.
Никто и не говорил, что это было не так. Башлам, он дал диктина, он башлам, он дал дикти церг, дик хердушадерг. Джузи дерес хил, да духяхвел. Ила ватсом сегатеш, он балдик дислас, аж сегатеш ватса алмадец. وهو أخلاها الحمد لله ألا قاطعي دوشتو دالشا любой чхена хокул хуже хенчехкен дукка хокул халдах шахла так туамбац дал плаха могшу риск деляду. Так что грех, как говорится, быть недовольным с учетом того, что все это завтра может и не быть. Вот. И никто не упрекнет заодно. Самое главное, иду. Нас не в чем упрекать. Вот. Сондера. Йо, шват своим. Работа у нас непочатый край. Книги, материалы, все есть. Вот, документы есть, архивные документы есть. Многие, может быть, и не знают, но очень много интересных моментов у нас еще впереди. Главное не спешить, делиться. А остальное с собой никто еще туда ничего не забирал. Так что главное богатство у нас есть. Голова есть на плечах. Мозги есть. Попрошайничать нам не надо. Трудиться мы умеем. Пошлам. Почему так некоторых блогеров из соседнего региона задевает упоминание о нашем народе в 13 веке? Задевает зависть, подлость, многие вещи. Когда есть тебе о чем рассказать, когда ты можешь привести очень много достойной информации, что остается делать? Надо ковыряться, надо пытаться изменить ситуацию, но у них не всегда получается это. Ложь скрывается, пытаются исковеркать все, что могут, начиная от названия Дзурдзуки. Привет, Таис. Начиная от названия Дзурдзуки, кистинцы пытаются от них отделить. Или сказать, Дзурдзуки это отдельно, кистинцы это отдельно, чеченцы это отдельно, хотя это все по сути своей это одно и то же. Это вот сегодня мы говорим, что в Панкистском ущелье в Грузии там живут кистинцы. Это этнические нохчи, которые не поменяли ни религию, ни верование, ни национальность. Они как были, так и остались. Упоминаются, с 7 века упоминаются, я же вам сказал. Вот. И не поменяли ни свою религию, ни свою национальность, ничего. Хотя мы знаем, да, с 10, 11, 12 веках огромное количество горной части Чечни, особенно представителей тайпов Шароя и Тумкали,
прямо называют, что вот это чантийцы пришли, стали в Тушетию, осели там, Пшавию, Тушетию, Сванетию, Хевсуретию, вот все пограничные грузинские горные общества, они были сплошь и рядом заселены, там не одна, две семьи, 20 семей, 30 семей, поэтому здесь ничего, так как говорится, нету удивительного. Или просто они ассимилировали, стали сегодня уже грузинами, тушинами, как угодно, но некоторые взрослые из них знают, что корни их чисто новчи. Мы их как-то не сильно притягиваем, потому что мы как-то немножко на религиозной теме осели, потому что мы сегодня говорим, раз язык уже позабыли, говорят на грузинском, если они сами себя считают грузинами, христианами, то мы не можем ничего далее как бы им навязывать. Вот. Что касается 1 700 000, это в пределах России. 1 600 000 с лишним, это одна Чеченская республика. Это последние данные, буквально сейчас мне присылают многие, как будто это такая вот новость, хотя я об этом уже сообщил ранее. Вот. И, как говорится, максимально мы доводим до всех, что это Чечне 1 600 000 с лишним. По России можно спокойно сказать, в остальной части России 1100 как минимум будет, если не больше, может быть и больше. Вполне возможно, где-то и 200 000 будет. Итого получается у нас 1 800 000, 900 000 это одно в России, не считая где-то в пределах до 400, если не больше, в Европе. Это дает нам 2200, где-то определенно. Я думаю, что количество приблизительно до 3 миллионов. Но если мы говорим о чисто, у нас же есть тема чисто ногчи, больше темы, которые некоторые очень сильно лоббируют. Ну, я свое мнение по этому поводу сказал. В Панкисе у нас до 10 000 ногчи кистинцев. В Иордании у нас Урду-Махка где-то до 35 000 чеченцев. И получается у нас итого в Сирии очень мало осталось, 2-2,5 тысячи вроде бы, до 3000 сказали осталось. Раньше было 15 000, сейчас до 3000. В Турции, ну, плюс-минус, те, которые знают наш родной язык, знают, что они ногчи, их осталось 35, может быть 40 000. А так общее количество за 110-120 000 получается. Вот. На Кавказе, да, на Кавказе, нет, на Кавказе неправильно будет сказать, как титульная нация. Я не знаю, как насчет Грузии. Если грузины считают себя общим, то грузинов больше. Потом уже мы идем, потом уже, наверное, армяне, и уже дальше вот так. Если ты Кавказ говоришь, не забывай, Кавказ есть за Кавказе, есть Кавказ, хотя это неправильно. Башлама правду, что нам больше 1 миллиона не давали подняться. Это мифы, это песни и так далее и тому подобное. Не давали, немножко неправильно, я не знаю. Мы, походу, сами некомфортно себя чувствуем, когда нас больше 1 миллиона. И начинаются у нас вот эти балалайки, волнения. Не на Кавказе, а в Кавказе башла. В Кавказе, на Кавказе, называй как хочешь, мне без разницы, как твоя душа изволит. Мне важно, чтобы наш народ процветал,
любим использовать нашу силу, наше единство. Мы не используем единство для развития своего государства. Мы начинаем, как лебедь, щука и рак, искать среди себя там каких-то крайних и так далее и тому подобное. До тех пор, пока не придет какой-нибудь Иван Сусанин и не начнет говорить, вот ты такой, вот ты сякой, и мы между собой начинаем. А нет бы объединиться, стать бы единым целым, вместо этого мы начинаем максимально дробиться, что приводит в конце концов к краху, национальному краху. Сказать я не хочу, но все-таки мы от этого очень сильно теряем. Есть люди, которые это понимают, которые пытаются избежать, а есть максимально, которые, у кого нечистая кровь, этот человек пытается всегда навредить больше своему народу. Всегда делит, всегда пытается максимально навредить. Делает он это завуалированно или делает он это открыто. В Дагестане 200 тысяч минимум. В Дагестане до 200 тысяч ногчи, ауховцы. Так скажем. Это, конечно, может силами не нравится, но что есть, то есть. Ауховцы вообще, по сути своей, это такие, знаете. Да, кстати, по этому вопросу я хотел, мы провели исследование, проверили по последним стат-данным, чтобы вы знали, все, кто говорит якобы, что акинцы и ауховцы, смотрите, я хочу, чтобы вы понимали, все ауховцы из 200 тысяч или из 100 тысяч, из всех, это официальные данные, проверили, как себя записали. Из 200 тысяч ауховцев 199 тысяч 945 человек записали себя, дал юзил, записали себя как ногчи чеченцы. И только 65 человек из 200 тысяч, и только 65 человек ауховцев записали себя как чеченцы-акинцы. 65 человек со всей России указали, что они чеченцы-акинцы. Остальные все ауховцы записали себя как ногчи чеченцы. Это официальные данные, вы можете проверить в стат данных. Мне позвонили, сообщили, скинули фотографию, заскринили этот момент. Из всех акинцев, ауховцев, из 200 тысяч, по всей России, где бы они ни жили, они написали все ногчи чеченцы. И только 65 человек указали себя как чеченцы-акинцы. Я не знаю, может быть, это Сюли сделали, может быть, эти 65 человек, может быть, они полукровки, может быть, они обиженные, но это не 1000 человек, это не 500 человек, это даже не 100 человек. 65 человек записали себя как чеченцы-акинцы. Ничего плохого в этом нет, опять же, это, но как национальность все записали себя именно таким образом. Так что прежде чем говорить якобы вот, они говорят по-другому, бяхма белошица. Они себя чувствуют по-другому, называют по-другому. Были некоторые сюли, которые мне писали, якобы у них есть ауховцы, которые говорят, что они не чеченцы, а что они акинцы. Один мне преподнес это так. Нет, войнахам никто не записал. Таких данных вообще там не было. Таких данных не было.
Я, по крайней мере, не видел. Вот. Хотя есть некоторые люди, которые топят за это. Ну, это западные у нас по границе, которые находятся, вот они в основном и топят за эту тему по поводу войнахства. Вот. Так. Нет, я не получаю, нет у меня никакой заработной платы. За эту работу мы ничего не берем. Мы работаем так, как это блогерская деятельность, за нее никто не платит. Единственная поддержка, которая есть, это если отправляют donation, то есть вы по номеру карты отправляете, я зачитываю, имя называю или тейп называю, который прислали донат, и благодарю вас. Других заработных плат нету. Ну как живу? Я не живу за счет блога. Башлам, скажи, пожалуйста, кто подставил Хизир Раю? Хизир Раю. Я не понял, что за вопрос. И соцсеть сформулирую свой вопрос поточнее. Вот. Максимально все, что можно было сделать, это никак не зависит от меня. Если я буду король нашей страны, я обещаю вам, что вышлю всех. Это ты, конечно, WhatsApp не работает, Башлам прислал сообщение. WhatsApp работает, Сигургал. Сейчас посмотрим, что ты прислал. WhatsApp у меня работает. Ага. Сейчас посмотрим. Ого, за город Ачхой. Кто-то задонатил за город Ачхой. Иншаллах Рахман, Далса Дуэл и ютубовский брат задонатил. Мне очень льстит и нравится. У меня ютубовских подписчиков очень мало. Имеется в виду не так много. И когда они особенно поддерживают это нашей Европе, ночи будешь. Дал си дуэл, дал духдах дуэл. Вот единственное, что мне пришло сообщение по WhatsApp, что задонатили за город Ачхой. Это Ачхоевская волчица, походу, с Ачхой Мартана задонатила, дал духяхвел, дал сидуэл. Мне очень приятно, и это очень хорошо, что вы не забываете и поддерживаете. Огромная вам благодарность, безмерно рад, когда обращают. За галаю али донацию, галаю пока и нет, инхаляриас эрдер, пока и нет. Да, сколько участвует. Ну, послушайте, здесь остальные, вот, многие задают вопросы про государственность. Честно сказать, государственное устройство, Симсир, Самсир, вот про него мы можем и то, мы не можем сказать или рассказать поэтому, поскольку в этом направлении у нас почти что никто не работает. И очень маленькое количество людей, которые этим занимаются. Возможно, и занимаются, но до нас, по крайней мере, не доходит такая информация, которая бы могла бы нас конкретно рассказать про эту государственность. Галаю ас йохинц унд ирданат ак ахсун хай номер лой. Ирся МНС, то есть ты донатишь нам только если какая-то сестра из моего эфира тебе даст номер, что ли? Башлам хинци исма исин симсимце. Симсимце исна симсим сунаетре аухи аюмячуса юрт. Если я не ошибаюсь, в Аухе вроде бы было такое селение. В Хасе гой сила солнечная, но родила в отцу, а вот сигах олхон, романтикуй. Дейру дугок романтикам. Кахилца маггерок романтикуй.
Grammatikalarım humdeter. Яхдоцк антубах. Даже мне самому как-то не по себе стало. Стесняюсь, не хандецон. Делаться. Так. Сейчас посмотрим. Ай, башлан, ой, так да, солнцу. И я, честно сказать, сам угдать. Суюк, я чувачел, шенди кордушун. Хорани шиегур барам дикха. Цундера, ой, суюк, я так дать. Иншаллах, рахман. Уходит ешон. Да, хакит вар, халане, да, хакит. Так. Галай духбу дикбу. Галай кезгбас нохчичуа. Галай духбу. Галай один из больших тейпов. Исконно нохчи тейп Галай с Галанчожского района. Я опубликовал видео, был в родовых башнях галаевцев. Мечеть, когда открывали Галайскую, там был. Так что Галай кезгбас нохчичуа. Вот. Ой, шичуай мягче ишт. Гергалу дошбу. Галай. Цундера. Галай был, гендер, гной был, гунуай был. Со всех сторон, как говорится. Вайцани гергалу дошбу. Вот. В смысле отдельно? В каких картах Галай отдельно ты имеешь в виду? Поясни мне. Как тейп отдельно ты имеешь в виду? Только не начинай мне рассказывать, что Галай это отдельный народ. Галай, он идет немножко отдельно от всех Орстхой. Они все-таки среди них, я бы сказал, среди орстхоевцев Галай на первом или втором месте был Галай. Галай дух тайпду. Мержуая кезгбац, мержуай Галай. Они в основном, ну, мержуай духо бугацон. Вот. Хаккой в пределах 50 тысяч. От 50 тысяч там было написано. И до 65 тысяч. Эштбуктим. Я не знаю, ну слушай, ну вот ты задаешь вопрос о личной какой-то моей жизни. Что интересного в личной моей жизни? Что ты хочешь конкретно узнать? Я в основном все уже рассказал. Вот. Что касается вот того второго вопроса вот, по истории. Определенное конкретное количество, сколько было представителей нашего народа, которые перешли или ушли в Грузию. Ну,
мы считали, что вообще в Грузии ушло определенное небольшое количество рассчитывали, говорили, что там в 18 веке. В основном. Но речь идет о 17-18 веке, речь идет конкретно о панкийских кистинцах. Что касается остальных кистинцев, там очень четко упоминается Дишни, очень четко упоминается Ченти, очень четко упоминается, допустим, Шихруай, вот шароевские тейпы упоминаются, Хуландуай, Хакмадуай, вот они упоминаются, которые перешли, имеется в виду, в Тушетию. Под разными предлогами. Некоторые там из-за Масалахил, некоторые говорят из-за малого пропитания, некоторые рассказывали, что кровная месть. Ну, то по-разному, там разные причины перечисляются, каждый по-своему. Допустим, у Маргашвили в основном это из-за скудности еды, из-за кровной мести и по религиозным, якобы, из-за религиозного принуждения и так далее, что перешли, не хотели подчиняться ни Сюле, никому, вот из-за этого якобы перешли. Или менять не хотели что-то, по-разному так указывается. Поэтому в этом случае говорить однозначно я не могу, но факт остается фактом, что в любом случае, что бы кто ни говорил, процентов 20-30 горных обществ, алейкум ассалам, перешли туда. Без всякого сомнения. Из Ауха перешли, из Шароя перешли, и Тункали перешли, и Галанчужа перешли. Поэтому тут никаких сомнений в этом не должно быть. Башлам цахат тарду, аренс бол нахчи ца, берзах вейдаймах ках тарлурбуй масу. Цаберзах тарлурбуй. Дер тарлурбу, таралурбу так, тарцабелчана. Цаязуиш, меткшела, цаязурю, аттахерду, цанахерду, цаберш, дикахерду. Но это от хорошей жизни никто никуда не уехал, так скажу. Все занимаются, пытаются заработать, подлечиться. Башлам, башни, которые исчезли во время Кавказской, они не исчезли, их уничтожила царская Россия. Кавказской войны и после депортации есть карты, которые показывают все бывшие башни Чечни. Все бывшие нету. Есть карта, которая сохранилась с советского периода, то есть советские археологи что зафиксировали. Они очень детально работали над этим, но невозможно сказать, что они даже все зафиксировали. Над этой картой сейчас работают и сейчас фиксируется. Что касается, допустим, башенный комплекс Пхамта, Памятоевская родовая башня, у них общие с саттоевцами были, Саттой, Хаккой, Пхамтой. Нашли буквально года 2 тому назад. Вот, допустим, примерно, да? Памятоевская башня, археологи нашли. У Мержоя огромное количество башенных комплексов, у мержоевцев. Допустим, в том же Галанчужском районе. Угалай, я был там великолепные башенные комплексы, они очень разрушенные, не восстановленные. Сразу говорю, что не надо тут рассказывать о том, что они якобы реконструированы и что они восстановлены. Нет. Восстановили в Галанчужском районе, Галай восстановили только мечеть. Почистили там, Кешниш почистили, то есть могильные плиты, вот вокруг забор, все вот это очистились, а в основном нет. Там все башни, там такие глыбы просто-напросто. Галайские башни, они в основном жилые, 2-3-этажные были там. Ну, вы просто не представляете, насколько они крутые, блоки просто-напросто. Такие огромные блоки, я даже, вот честно вам скажу, я не представляю, каким образом из таких блоков башенные комплексы могли построить в Высокогорье. Вы представляете, вот смотрите, вот находится Галанчош. И через гору фактически находится Ингушский, там, Агикал и так далее. Вот за горой, грубо говоря, с западной стороны. Но наши башенные комплексы, сравнить с ними, вот просто ни в одно русло,
Вы просто не видели, какие башенные просто-напросто, насколько широкие вот эти блоки нижнего этажа, они настолько широкие, даже с современными к этими кранами их положить фактически будет очень сложно. То же самое в Хайбахе. Если в Галанчоже еще можно перебираться, там, где построили родовые башни галаевцы, допустим, то в этой области, там, допустим, в том же Итумкалинском районе или в Хайбахе совсем другая ситуация. Я не могу понять, каким образом и насколько мощные были наши предки, что могли возвести такие башенные комплексы. Даже пушкой, современными снарядами можно было их только сдвинуть, но разрушить маловероятно. Такие огромные глыбы там. Не такие уж прямо огромные, как пирамида Хеопса, там, допустим, но они огромные, реально огромные. Вот, поэтому, честно сказать, для меня это вот остается немножко загадкой, каким образом это было сделано. А насчет карты я ответил, карту составляют, и вроде бы она есть. А чем мы отличаемся от вас? Таиса, это ты сейчас о чем говоришь? Есть вопрос про Умахана III. Правда, что Ираклий, царь Грузии, боялся Умахана, платил 5000 рублей? Не знаю, я сказки не читаю. Слышал, что сами джинны помогали. Нет, неправда. Никакие джинны не помогали. Башлам, ты согласен, Расул Альдиев? Вроде ты не первый раз пишешь, но с маленькой буквы начинаешь предложение, ну да ладно. Башлам, ты согласен, что некоторые уарстхо, которые считают себя отдельным народом в Ингушетии, это те, которые вошли в состав ангушской милиции, чтобы обезопасить себя, стали так называть? Ну, не могу я так сказать. Я думаю, что это политика царской России, я могу сказать. Все время называют, понимаешь, когда делят, когда переселяют. Переселяли тейпами, селами. Вот вы карабулаки, вот вы там джайраховцы или ангуштовцы, или вот там остальные, да, допустим, грубо говоря. Вот так делили, и это остается. И плюс, ну, я не знаю, с одной стороны, это немножко сложно объяснить в том плане, что, как бы сказать вам, чтобы никого не задевать, никого не обидеть, можно было бы сказать, что все-таки уарствай были те, которые между двумя огнями. Вот. Есть, конечно, забрасываешь информацию, что якобы вот воевали вот против, вы говорите, уарство чеченцы, а вы воевали против них. Но извините, чеченцы воевали против чеченцев, но от этого они не перестают быть чеченцами. И Берже, и остальные ученые, более или менее сильные, которые разбираются, они прекрасно знают и говорят, что все это чеченские общества. А называют их по-разному. Их могут называть арстхоевцами, их могут называть атагинцами, их могут называть как угодно. Но от того, что их называют иначе, они не становятся другой национальностью. Чтобы быть другой национальностью, нужно иметь другую культуру, другой язык. Я еще раз повторяю, это черта, которая присуща любой национальности, которая говорит, что она вот там типа отдельно, максимум мы должны свое название там отдельно нести. Если вы считаете так, ну давайте тогда предоставьте все доказательства, что это отдельная нация с отдельной культурой. Дробить они умели, делить они умели. Вот видите, до сих пор прошло почти что 200 лет с тех пор, разделили там наше общество. Есть, которые добровольно ушли, а есть, которые насильно принудили, обманули, сделали все, что угодно. Вот. Я не знаю, конечно, вы можете верить, можете не верить, но все, что есть,
Башлан, это был вопрос тому, кто задал вопрос о ногче, которые живут за пределами Чечни. То есть, все понял. Не понял, понял. За пределами Чечни, кто бы ни проживал, если они вернутся, у них дома все нормально будет. Вы за это не переживайте. Все будет великолепно, потому что у них всегда есть своя земля, есть своя родина, которая их ждет. Просто временно так получилось, что приходится сегодня или работать, или жить. Мы не можем всем экономически не развитый наш регион. Кто бы что бы ни говорил, экономически не развитый. Хотелось бы, да, конечно, хотелось, но это не так. В плане, каком я говорю, в том, что мы не можем говорить, у нас заводов нету, экономика не сильно развитая из-за этого. Я говорю, не надо сейчас Башлам это сказал, Башлам то сказал. Сильно развитое государство, это когда можно устроить всех своих граждан, по крайней мере, дать им достойную работу и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, пока у нас не вариант. Пока не вариант. Как бы мне не хотелось, мы себе это позволить не можем. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, Ильяс. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Почему мы не развитая страна? Мы же очень хорошо. Почему мы не развитая страна? Это каждой ночью должен задать себе вопрос. Это не ко мне вопрос, а к тому, что одно дело пользоваться чужими благами, другое дело самим развиваться. Я не говорю, что у нас все настолько плохо, но было бы неплохо. Было бы неплохо, если бы мы максимально друг другу. У нас и так все нормально. Дом в любой момент. Так вот. Штук шо. Ильяс, ва алейкум салам, асаялер шуна, если что. И брат Асламбек задонатил. Асламбек дал саадойл, дал духуахуайл, дал сидойл за поддержку, за то, что не забывайте помогать и донатить. Без вашей поддержки наша работа, как говорится, невозможна. Что должен? Я, честно сказать, не вижу у нас лишних людей, имеется в виду представителей нашего народа. Чечня еще не на пике. Наш пик будет скоро-то. Нам лучше закрыть границы и не пускать иностранцев. Я не знаю. Это сейчас немножко спорный вопрос. Свои, чужие понаехали. Это попахивает немножко нацизмом. Таиса из Ачхоя. Я знаю, что Таиса из Ачхоя.
когда я нацист. Я не нацист, я националист, но не нацист. Хотя некоторые пытаются меня убедить в том, что это одно и то же. Никто не должен гнать. Мы все нормальные, достойные люди, умеем жить в мире и согласии. Не нужны вот эти разговоры пустые, сотрясающие. Из-за этого наши предки были очень мудрыми, и они прекрасно знали. Тот, кто просит помощи, всегда помогали. Всегда протягивали руку помощи и нашим соседям, братьям, адыгам, и остальным автохтонным народам помогали. Даже пришлым народам помогали. Да, это иногда для нас играло не лучшим образом. Есть такая ситуация. Мы это знаем из истории, мне многие присылают. Но послушайте, я не знаю, можно ли судить, правильно ли это. Это немножко сложная ситуация. Говорить так однозначно я бы не стал. Вот, громкие слова, сотрясание воздуха ничем хорошим не заканчивается. Если за этими словами не следует никаких конкретных действий, это просто гонять воздух впустую. Вот. Мы не русики, мы не норнийцы, и нужно всегда следить и говорить. Если тем более вы знаете наши адаты, нашу историю, мы так никогда не поступали. То есть варварски, вероломно мы никогда никому не относились. Я вообще говорю, в принципе, тут речь не о шутке. Исторически посмотрите, все, кто просил убежище, помощи, всегда ее получал. Вот. И всегда регулировалось это нашим кодексом Нохчелла и так далее, и тому подобное по адатам. Там, допустим, определенные, многие запрещали выходить за них замуж. Пускай, если хотят жениться, там, на своей жениться, не селили в центр села, не давали родовые земли. Имеется в виду, вот, что вот это твой род, и основались, все, вот здесь нет. Такого не было. Кто бы что ни говорил. Плоскостные, в основном раздавались плоскостные территории, имеется в виду, позволяли селиться. Почему? Потому что это были всегда место, где пролито почти что каждый кусок нашей земли, где пролита кровь. Каждый кустик, под каждым деревом. На каждом месте, наверное, наша многострадальная родина, столько, сколько пролила кровь наша родина, не пролил никто, кроме адыгов, братьев. Вот. Почему? Потому что вот войны за войнами. И плоскостной территории не сильно дорожили, имеется в виду, поскольку уже было несколько раз, начиная там и со времен Тамерлана, во времена там Аланского царства, во времена Хазарского каганата, Золотой Орды, во все эти времена приходилось уходить в горы. Уходили в горы. Вот этих плоскостных территорий огромных, их не было, как сейчас. Это во время царской России. Все вот эти места появились, просеки прорубались, сотни тысяч солдат прорубали эти просеки, в этих лесах делали засады чеченцы, отстреливали их, убивали. Почему? Потому что не позволяли, не давали им дальше продвигаться. Это была реальная природная ограда. Оберегали вот наши дальше селы, такие как Чечен, Аул, Старый, Атаги, Шейл, Автуры, Герменчук и так далее. Эти села были в предгорье, они защищали их. Поэтому максимально пытались каким-то образом сохранить эти леса. Это еще во времена имама Шамиля я вам рассказывал, что если без надобности срубалось дерево, за это нужно было или заплатить один штраф, 1 рубль, который был очень в то время дорогое удовольствие. Если не было, вешали его на дерево, то есть повесить. Это все зафиксировано, опять же, царскими историками, об этом говорилось, тот, кто курит трубку и так далее и тому подобное. Поэтому очень бережно и относились к лесу, и к природе очень сильно любили природу и оберегали представители нашего народа. Вот. А плоскостными территориями позволяли, помогали заселиться, давали там возможность. Опять же, ряд причин, которые, то есть они никогда не имели права
допустим, в каких-то... Хотя есть очень много полевого материала, где когда-то принявших, или я много, по крайней мере, читал, там ребенок от наложницы, который там во время очередного похода был захвачен, он предавал собственного отца, проводил, показывал тропинки, после этого проигрывались сражения определенно. Такие случаи были. Но, опять же, даже в этих полевых материалах больше идет наставление, рассказ в каком плане? О том, что свой человек, и с тех пор, 1000 лет, вот этот упрекание, когда что-то плохое делаешь, вы слышали это, амудо ишник, хонох чивац боштол хума, имеется в виду, вот когда эти вещи говорили, это считалось самым вот, грань того, что уже больше, круче, я не знаю, как вам это объяснить, но хонох чивац Бога, это вот уже было, ставилось под сомнение, ты чистой крови или нечистой крови. То есть это вот ругательный образ, хонох чивала, а ишник никогда в жизни не дать, хонох чивац, а хундина и Бог, сан хундарит сойна. Воспринималось ли это, не воспринималось ли это, то есть еще с тех пор это идет, когда говоришь, какой-то косяк допускаешь, допустим, вот говорили, вот, нохчеваться, если ты нохчи, ты не можешь себе позволить, ты не можешь нарушать адаты, ты не имеешь права там позорить свой народ, честь своей сестры, матери, односельчанки и так далее и тому подобное. Достойный нохчи не может этого. И разницы нету, живет этот нохчи в Тяркисте или живет этот нохчи в горах, все были одним единым народом. И есть. Но вот, к сожалению, подрастающее поколение не все об этом помнят или не хотят помнить, но факт остается фактом, что нужно вот эти вещи помнить. Как говорится, максимально приложить усилия, чтобы не скатиться и не опозориться. Надо, конечно же, беречь себя и не пасть лицом в грязь. Понятно. Фактически во всех, вот каких ты вот написали, в каких, насчет, что касается войны или участия в военных действиях, башлам, нитишт гул тахан ха эфиря, нацишт гул, я так понял, ты хочешь написать нацист гул. Нет, нацист гул цебел, какие вопросы, такие ответы, вы можете задавать вопросы, какие вам по душе, а там я уже постараюсь ответить. Хазолк, да? Чего хазолк, да? Вот. Поэтому вопросы интересные, которые есть, задают, я отвечаю. Ты же знаешь, кто ее подставил, Хазир Раю.
Я не знаю, ты о чем говоришь, лор 1205. Что за хизир раю? О чем? İlyas, кучуца эти через VPN цаяет, вот запрос. Инстаграм через VPN не тянет он. А с принятием иререз он не тянет. Цаяет. Цамо яет ница бошо, иш цыгаттяш вала. Хуяйта? Или ты реально подкатываешь подкатываешь, и ты хочешь обратить на себя внимание, я не знаю, как что еще сказать. Башлам, что скажешь? Броневский в своей книге «Кавказ» 1750 пишет, что карабулакцы себя называют Арштхой. И? Да, Броневский так записал. Кто стал чужими друг другу? Я не понял вопроса, Ильяс. Броневский записал. Ну, Броневский, у меня вот карта этого Броневского, который ты сейчас говоришь. И посмотри, там есть кто-нибудь, отдельные нации? Нету. Нету отдельных наций. Есть одни ногчи, чеченцы. По-разному называют их. Броневский и остальные записывал по названиям не народа, а по названию обществ. Тухумов, тейпов, больших или малых. Странно, конечно, другое. Он мог и назвать, допустим, в одной области проживали. Есть же те же русские источники, которые пишут атагинцы отдельными. Допустим, возьмем хорошо. Тот же Броневский пишет, что есть назрановцы. Назрановцы это отдельный народ, как ты думаешь? Нет. Абсолютно нет. Поэтому назрановцы, там, атагинцы, гудримесцы или герменчуковцы, карабулаки. Ну, карабулаки это области. Или псидахцы. Есть ли сегодня народ псидахцы, как ты думаешь? Нету. Что касается я-то читаю. Чужими... Нет, чужими не стали, к сожалению, сердца черствые стали. Чужими не стали. Сердца черствые, согласен с тобой, Ильяс, есть такое дело. А вот в остальном, я не знаю, честно сказать тебе, Ильяс, я сам бы хотел бы знать ответ на этот вопрос. К сожалению. Хамзат Мансаев, я к тому, что они тогда себя называли не Арстхой, а Аштхой. Ну, это разные вариации. Арстхой, Аштхой, Арстхой. По-разному писали. Это тоже есть зафиксировано. Тут как бы разницы никакой нету. Просто каждый фиксировал по-разному. А одно и то же. Никакой разницы нет, Ваша. Абсолютно никакой разницы.
Да, ездил. Да, я читал этот документ Фези, мне его тоже прислали. Но этот документ, это, знаете, кому? Тем людям, которые там присылали, много раз говорили, что якобы чеченцы воевали против орства. Есть документ, где четко указывается огромное количество уничтожения чеченцев, чеченских детей, уничтожение аштхоевцев, где с генералом Фези были, допустим, наши соседи, они уничтожали поселения, дома, детей, забирали, воровали скот, скотину, вот, точнее, вот хлеб, скотину, все это есть, ничего такого удивительного нет. То есть и с той стороны, опять же, я говорю, здесь вопрос в том, что кто какую позицию занимал. То есть, если ты на стороне своего народа, там, чеченского, ногчи народа, или на стороне имамата Кавказа, то ты становился автоматически врагом. А если не хочешь, тогда ты должен быть под царем-батюшкой царской России в тот период. Ну, тогда ты становишься лояльным, тебя никто не трогает. Ты, как говорится, капитальный красавчик, да? Все. И там нету с этим никаких вопросов. Вот. А не согласен? Ну, не согласен, придется тогда быть, ты должен быть наказан. Тебя пытаются наказать. Что он думал? Так. Дальше. Что так? Вопрос поземельный, пограничный вопрос. В некоторых случаях заморожен, еще не решен до конца. Вот вопрос тоже, да? Вопрос решается. Что касается общественники, мы вот на чеку, мы слушаем, прислушиваемся, максимально прикладываем все усилия, чтобы не пропустить этот момент. Баслам, когда была Ичкерия, ее государственная граница входили или же нет, два района, входили или же нет, два района, если входили, есть ли документы Ичкерия. А, ты имеешь в виду современную Ичкерию? Документы есть, принятые парламентом Ичкерии документы, что эти села входили в состав Чечни, этим недовольны наши соседи ингуши. Особенно, я же вам читал в прошлом эфире, как Фаргиев написал, что без ведома ни по-братски, ни по-мусульмански украли, приписали, написали. То есть парламент внес закон, проголосовали и забрали. Точнее, и подтвердили. То есть, и проголосовали, и подтвердили, что эти два района входят в состав, точнее, вот эти спорные районы входят в состав Чечни. Есть такой документ. Вот. Об этом же говорил и Фаргиев. Документы или карты. Ну, что касается карт, карты есть там. Вы можете посмотреть карту 1900 до 1934 года карту. Там видно все, кому принадлежала и чья она. Поэтому ничего нового в этом, как говорится, нет. Все
понятия, походу, у нас разные по этому поводу. Поэтому я не знаю, как вы там подсчитываете, платили, не платили. Никто не платил никому никакой дани. Чеченцы все время воевали в то время, как платить. Ни сюли не платили, ни раска не платили. Налог. О каком налоге речь идет? И кажется, так, Нижло Борз задонатил Башлам. Галайо Антир, Элла Нижлоевский Борз прислал донат. Нижлоевский Борз прислал донат Галайо Антир. Галайо, короче, за тебя задонатили. Чингисхан платил дань нас. Чингисхан никому ничего не платил. Это вообще, конечно, чушь собачья. Анде такой. Да, как бы кто ни говорил, что бы ни рассказывал, мечтать может каждый. Но Дерез хил нижлой вошел. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Чеберлоевский Борз. Чеберлой, подтянулись, братва, да? Чеберлоевская братва подтянулась, не по-детски. Так, ассаламу алейкум. Нижлай это Чеберлой или что? Нижлай это Чеберлой. Амир, дела. Держусь как могу. Тема свободная. Вопросы задают любые, которые интересны. Стрим свободный. Кто какие вопросы задает, на те и отвечаем, да, Аллах. Конечно. Нет никаких. О чем тема? Не желать Эберлой. Бубашлам, как ты относишься к теме ковчега? Теме ковчега я отношусь хорошо. Если она есть, конечно. Другой вопрос, насколько это достоверно. Вот это другой вопрос. Просто от себятину мы нести не можем. Надо смотреть.
Количество. Про количество и про статистику я и так уже сказал сегодня. В принципе, с этим у нас никаких проблем нету. Могу повторить еще раз. Что касается, да, по Броневскому, то, что ты спросил, и по Броневскому, и по остальным вопросам, мы это публиковали, есть, и можем еще опубликовать. Броневского книга у нас есть. Не каждому, конечно, нравится, что там написано. Но есть Гробовский, Броневский, Услар. Все книги, которые написали, они... У нас эти книги есть. К сожалению, не всегда такие, как бы им хотелось и как бы им нравилось. Вага. Još ovo je publikovati na Ираю Халдоцик Духе. Это проще простого. Никаких проблем с этим нету. Есть некий Башлам, можешь сказать о Сим-Сим государстве? Что сказать? Вот ты говоришь о Сим-Сим государстве, что? Где оно находилось? В пределах каких пределах? Там Ичкерии, частично Ауха, Курчалоя, вот в этой части, вплоть до наших Черных гор находилось. Это понятное дело. Находилось. Дальше что? Кто был правителем, кто там. Это было чисто чеченское новое государство. В принципе, столкнулось ли оно? Да, было сражение, сталкивалось оно, они сталкивались с монголами. Знамени. Насчет знамени по-разному. Я слышал, некоторые говорят, что в то время знамя было якобы с головой волка. Именно с головой волка. Не знаю, насколько это достоверно, но что вот такая ситуация была. Так вот. Остальное, над остальным, конечно же, государство существовало до тех пор, пока монголы не попытались в некоторых случаях по преданиям его уничтожили, отравили, ушли оттуда, оставив, ушли вглубь горы. Монголы дальше не пошли, саму столицу сожгли. Некоторые говорят, что на реке, она находилась на реке Гунс. Другие говорят, что Майртуб, вот этой области, Гудермес, Майртуб, Курчалой, вот в этой области находилось государственное правление. Ну, понимаете, наши какие-то государственные становления, которые у нас даже были, они же были нижней части. Они немножко были, так сказать, приближенные к своим соседям, то есть по функции, так сказать. Башлам А.Н. Генка пишет, что джейраховцы живут на крайнем западной чеченской территории. Ну да. Генка много чего уже писал. И это и не нравится. Очень не нравится некоторым. Вот. Они не любят про Генка слышать. Такое есть. Вы удивлены или я не могу ничего понять? Башлан видео, где он, один тюрк, Азер, утверждает, что нахи тюрки. Дураков много. Дураков очень много. И болтать они могут сколько угодно. Конечно, нет, нахчи не являются тюрками. Они жили по соседству с тюрками. Взаимоотношения, торговлю вели с тюрками, но они не тюрки. Какие-то культурные ценности переняли. Ну, может быть, языковые есть немножко, спорить не буду. А в остальном, что перенять можно у них? Кочевой образ жизни маловероятно.
У нас никогда не было его кочевого образа жизни. Вот. А так, в остальном, конечно же, есть кочевые племена, есть автохтонные. Мы не относимся к кочевым. На этом я закончу разговоры об этом. Вот. Ну почему обязательно так, вот крайне? Вас больше интересует, чем история, там, какие-то качества мои. Нет машины, у меня нету. По крайней мере, пока нету, не знаю. Я, да, живу один. И как это относится к моей работе, я, честно сказать, не знаю. Последнюю карту. Карт у меня много, и сейчас присылают до сих пор карты. Публиковать я их буду, все понемногу. С этим никаких проблем нету. Да, есть какие-то моменты затруднительные, небольшие. Но так, честно сказать, времени просто не было. Завтра, сейчас я, наверное, эфир как закончится, выйду, начну готовить к завтрашнему материал. Вот. Там хотел немножко вам показать. Послезавтра у меня будет выезд. Я надеюсь, если жив-здоров буду, если все нормально будет, постараюсь, как говорится, немножко вас порадовать. Вот. За это было. Не все всегда, конечно, получается, но постараемся все сделать. Хелу ахлата аузадуя. Иштхама штукшум. В Ютубе есть вопросы, Ибраим? Если есть, задавай. Если нету, тогда мы на сегодня завершим. Завтра я постараюсь вам по книгам, по материалам зачитать новые хорошие посты. Постараюсь, по крайней мере. Хру ахла. Что иду. Да нет, я же обещал вам в прошлый раз, сказал, если будет стрим активный, то есть с донейшеном, с остальным, я могу делать длинные стримы. Если нет, длинный стрим делать мне уже, я финансы уже не тяну, поэтому сокращенный вариант будет. Быстро-быстро на вопросы, какую-то тему забабахать и уже потом выйти. Сделаем вот так вот. Я постараюсь сделать одну, по крайней мере, передачу по Аланам. По крайней мере, постараюсь. Вот. Посмотрим, что можно сделать. Раиса задонатила. Раис дал духяхуэл. Дал сейдуэл. Будисник эзашка соду улетел. Огромная благодарность. Сегодня уже 2 сестры задонатили, да? Хорошо. Будисник дал берката. Я так хочу, поэтому и называю, что я так вот благодарю. А какая разница, о какой сумме речь идет? Послушай, вот ты пишешь, все. Я понимаю, может, у вас там все взаимоотношения на финансовых каких-то влияниях играют там. У тебя там, у Русика, Шмусика, у остальных у вас. Послушайте, мне разницы нету. За сегодняшний стрим, общем, грубо говоря, если все вместе взять, вот имеется в виду только вот
российский, если взять вот то, что было, у меня даже нету, даже 1000 не набралось, чтобы ты понимал. Или понял. Поэтому я не живу за счет этого. Но я благодарен каждому человеку, кто помогает. Поэтому и зачитываю. Вот. Сегодня как-то... Я, конечно, могу зачитывать. Есть вопросы, которые очень нелицеприятные. Очень нелицеприятные, но... Я не знаю, честно сказать. Я пытаюсь этого не делать, потому что попросили. Вот якобы не все такие. Если я начну их зачитывать, многим людям очень сильно не понравится это. Очень сильно не понравится. Потому что там реально десятки, сотни мне этих вопросов приходят, которые крайне негативные. Пишут гадости. Не мне имеется в виду, а про наш народ, грубо говоря. И каждый это переваривает по-своему. Кто-то относится к этому нормально, кто-то не самым лучшим образом. Вот так вот. Ибра, есть вопросы? Если нет, то так. Нет, не потому что устал, нет. Все как бы нормально. Я не устал, ничего, просто хочется продуктивности. Почему? Отвечаю на любые вопросы, почему же. Энханцеялит поштуса. Да, все указал. В Кавказской войне считается максимально самый большой пик во время армии имама Шамиля. Самое большое количество, когда было солдат, это 14 тысяч. Из них, если не 85, это были чеченцы. Поэтому о чем может быть речь? Сами подумайте. Большинство, конечно же, были наши. И погибло больше чеченцев. К концу Кавказской войны чеченцев осталось 250 тысяч. Все или в основном сбежали, имеется в виду, ушли, когда ушел имам Шамиль после войны, имеется в виду. Небольшое количество, конечно, остались. Вот. Определенное количество. Имеется в виду, те, которые были с ним, именно окружали Шамиля, я имею в виду историю. Ушли вместе с ним. Без нашбу балдыгдыч, ну, вот так как-то. Ладно, уважаемые друзья, наверное, на сегодня закончим. Если у вас есть вопросы, пишите в директ, пишите в YouTube, в Instagram, в WhatsApp, все у нас есть, никаких проблем нету. Ответим на ваши вопросы. Завтра мы будем конкретно по тематике вести, посмотрим. Может, про западную часть нашей Родины будем говорить, или восточную, а может быть и то, и другое вместе взятое, никаких проблем нету. Если у вас есть какие-то вопросы, видео, подготовка, подготавливайтесь, можете задавать вопросы. Мы отвечаем на любые вопросы по нашей истории в основном. Вот. Вайнхуак войдутся дом. А так, я на связи, пишите, ответим. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии. Масайна Адекюэл. Завтра в 22:00 или в 23:00 мы обязательно. И Хасан Русланович успел прямо в конце нашего эфира задонать. Хасан Дейресхил. И огромная благодарность я хотел бы сказать всем тем, кто вне эфира, даже вот днем, когда смотрит, пересматривает или с Ютуба, или с Инстаграм, кто просматривает эфир, когда видит, что там остальные донатят, или я говорю, несмотря на то, что не прямой эфир, даже отправляют, пытаются помочь каким-то образом нашему каналу, им отдельная огромная благодарность. Вы
моя опора, надежда. И поддерживайте меня и весь наш канал. Ибрахим, тебе отдельная благодарность, нашим братьям с Ютуба тоже огромная благодарность. И знаете, что еще? Постарайтесь, давайте сделаем так. Мы сделаем завтра эфир, и во время эфира, наверное, прямо проведем. Завтра я чуть раньше постараюсь провести. Проведем небольшой опрос. Что бы вы хотели, чтобы мы рассказали в эфире? Ну, допустим, если кто-то скажет, давайте вот про границы, про границы. Если про имамат Шамиля. Если про гражданскую войну. Посмотрим и разобьем по частям и будем уже вести по ним ответы и подготавливаться. Хорошо? Я на связи. Всем сил, блага. Если что, пишите. Адеквел.